Дипломат, прежде всего, должен быть патриотом своей страны, своего народа, поскольку, не являясь и не любя свой народ, свою страну, эффективно отстаивать ее интересы, это, конечно, был бы нонсенс. Поэтому, прежде всего, человек должен быть патриотом, он должен быть высокообразованным человеком, обладать достаточными навыками, которые бы способствовали продвижению интересов своей страны на разных площадках. В России отмечают День дипломатического работника. Острый ум, коммуникабельные навыки, умение слушать то, что не сказано. Таким должен быть настоящий дипломат. Ярким примером является Сергей Лавров, который делом доказывает дружбу с Южной Осетией и отстаивает наши интересы на международной арене. Еще один российский дипломат, которого выделил Ахсар Джоев, это Виталий Чуркин. Конечно, надо отметить и Сергея Викторовича Лаврова, Виталий Чуркин, который за горой стоял за Южную Осетию в 2008 году на площадке ООН. И очень много наших коллег, партнеров, с которыми мы ежедневно сталкиваемся. Хотя День осетинской дипломатии официально отмечается в мае, 10 февраля для сотрудников МИД Южной Осетии дата не менее значима. Это символ неразрывной связи с Россией, первым государством, признавшим независимость нашей республики. В Южной Осетии крайне важно поддерживать самые тесные отношения Российской Федерации. В этом контексте, конечно, внешнеполитическое ведомство Российской Федерации является главным ведомством, которое эту политику проводит не только по отношению к Южной Осетии, но и в целом в мире тоже. Между Южной Осетией и Россией существует довольно солидная договорно-правовая база, которая является основой для нашего двустороннего взаимодействия. Мы ежегодно наращиваем эту договорно-правовую базу, мы стремимся к максимальному укреплению наших двусторонних отношений. Для нас, конечно, базовыми являются два больших договора. Это договор 2008 года о дружбе и сотрудничестве и, естественно, договор от 2015 года о сотрудничестве и интеграции. Дипломатический фронт часто остается невидимым, но его успехи ощущает каждый житель. Спокойствие и стабильность страны зачастую зависят именно от него. Для Южной Осетии отношения с Россией не просто внешняя политика, это прочный фундамент государственности и безопасности. Связи между дипломатическими ведомствами Российской Федерации и Южной Осетии давно вышли на уровень стратегического партнерства, а дипломатическое взаимодействие между Москвой и Цхинвалом направлено на укрепление стабильности в регионе и поддержание мира. Российская Федерация, ее внешнеполитическое ведомство проводит очень сбалансированную внешнюю политику. Несмотря на те процессы, которые происходят в мире, а как мы все знаем, ситуация в мире она нестабильна, она характеризуется высоким уровнем турбулентности. В этих условиях Российская Федерация, ее дипломатическая служба весьма эффективно отстаивает свои национальные интересы. Мы в Южной Осетии, как партнеры Российской Федерации, как страна и народ, исторически ориентированная и на поддержание максимально близких отношений с Россией, сопереживаем и поддерживаем те процессы, которые проводит Российская Федерация. Каждое соглашение, каждый раунд женевских дискуссий – это результат кропотливой совместной работы с российской стороной. Ближайшая встреча намечена на март месяц. Это будет уже 66-я встреча по счету. Основным моментом для Южной Осетии, для наших партнеров, это Абхазия и Российская Федерация. На этих дискуссиях по-прежнему остается вопрос безопасности. Мы все прекрасно понимаем, что без безопасности в регионе никакие иные процессы не могут идти вперед. Поэтому наша делегация, она довольно эффективно и грамотно отставит позиции Южной Осетии. И мы, конечно, будем продолжать эту линию. День дипломатического работника отмечает и Приднестровско-Молдавская республика. Еще одна страна, с которой у Южной Осетии давние дружеские отношения. Между нашими странами установлены полноценные дипломатические отношения. Работают официальные представительства. В Южной Осетии на заре становления нашего современного государства, это уже начало 90-х, одним из первых стран, с которым у нас были установлены отношения, это было как раз Приднестровье. Не надо забывать, что в те времена, когда Южная Осетия была очень сложно, это до признания Российской Федерации, до 2008 года, когда у нас установился мир, Приднестровье оказывало значительную материальную, финансовую помощь для Южной Осетии. Российская Федерация как для Южной Осетии, так и для Приднестровско-Молдавской республики является большим другом. Таким образом, 10 февраля связывает Москву, Цхинвал и Тирасполь в единую дипломатическую связь. Это праздник тех, кто, несмотря на границы и политические барьеры, строит единое пространство безопасности и стабильности.
Для Южной Осетии дипломатия – это не просто протокольные встречи, это борьба за выживание и справедливость. Если для больших стран внешняя политика – это возможность расширения влияния, то для Схимвала это укрепление суверенитета и интеграция в мировое пространство, которая началась в августе 2008 года. Стелла Бязарова, Рауль Кочев, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня.